Торжественное шествие началось с выноса государственного флага и знамени Победы, которые гордо несут в своих руках военнослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, а принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Далее начался объезд парадных расчетов. Всего в параде приняли участие свыше 11,5 тысяч военнослужащих, в том числе участники специальной военной операции. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. После завершения объезда войск министр обороны Андрей Белоусов направился к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. После этого глава государства обратился к народу с торжественной речью. Он подчеркнул, что День Победы остается главным праздником для всей страны, символом героизма и единства поколений. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Владимир Путин напомнил о роли всего советского народа в победе и подчеркнул недопустимость искажения истории. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Над Красной площадью воцарилась тишина, прозвучала минута молчания. Далее прошло торжественное шествие войск, которое возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков. Шагом марш! Открыли военный парад воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта Валерия Халилова. Уже 85 лет барабанщики задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным строем начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. К шествию присоединились и знаменные группы, несущие штандарты 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. Вместе с российскими военными по брусчатке прошли парадные расчеты из 14 дружественных государств, среди которых Китай, Египет, Казахстан, Вьетнам, Лаос и другие. По Красной площади прошли не только пешие колонны, но и механизированная техника. Завершила парад авиационная часть. В небе над Москвой пролетели группы «Русские витязи» и «Стрижи», построив фигуру «Кубинский бриллиант». Замкнули строй штурмовики Су-25, оставив в небе полосы в цветах российского флага. В финале военного парада сводный военный оркестр Московского гарнизона исполнил песню «День Победы». День Победы! День Победы! День Победы! Мария Амбата, Магаз 24.